Основной вопрос, который должны были обсудить на заседании парламентского комитета по государственно-правовой политике, касался Пицунской госдачи. Однако парламентарии начали встречу с председателем комитета по управлению государственным имуществом и приватизации Бесланом Кубрава с других тем. Первая касалась железнодорожного кредита, который был выдан России на ремонт железной дороги в 2010 году. Депутата парламента Кана Кварчия интересовала экономическая обоснованность кредита. Беслан Кубрава рассказал, что много раз давал комментарий по этому поводу, и документы проходили проверку в Генеральной прокуратуре. Состава преступления не обнаружено. Кубрава рассказал, что в 2005 году Северо-Кавказское управление РЖД сообщило, что прерывает с Абхазией железнодорожное сообщение, так как полотно находится в неудовлетворительном состоянии. Ранее, 19 июля 2004 года, между правительством Абхазии и открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» было подписано соглашение о ремонте полотна от станции Веселая до станции Сухум включительно. В счет выполнения работ правительство Абхазии обязалось передать один из санаторно-курортных объектов, выбранного РЖД из представленного правительством перечня. Так, пансионат Ашицхвара был передан РЖД. Что касается ремонта железнодорожного полотна, то он был проведен частично. Насколько вы знаете, по последнему договору, значит, субординированный кредит наш растянут до 2034 года, если я не ошибаюсь. Да. Вот в этом случае я хотел бы с вами сказать, что на сегодняшний день сумма долга, то есть с процентами 1 200 000 000, и до 2034 года, если мы по договору не будем нарушать, остается эта сумма. В феврале месяце, когда было сформировано правительство во главе, президентом был избран погибший премьер-министр Манкваб, российская сторона, именно Северо-Кавказское управление железной дороги, передала нам сообщение, что они прерывают с нами железнодорожную связь в связи с тем, что железная дорога находится в крайне неудовлетворительном состоянии. На что мы резко отреагировали, наше правительство резко отреагировало, так как ранее было заключено соглашение с РЖД, значит, Северо-Кавказским управлением о ремонте железной дороги с последующей компенсацией в виде курортного объекта. У меня это соглашение есть. И мы обратили их внимание, дорогие друзья, что с этим делать тогда? С этим соглашением, которое ранее было подписано, и вы обязаны были восстановить железную дорогу. Чтобы не остановить ЖД-сообщение, был выдан кредит по 2% годовых. При этом по договоренности первые 4 года абхазская сторона ничего не платила. Первый платеж должны были обеспечить в 2015 году. После подписания этого соглашения президент Багапш прилетел в Москву. Ну, это сейчас я уже говорю те вещи, которые, так сказать, не имеют документального подтверждения, но если у нас есть определенное взаимное доверие, пожалуйста, вы можете к этому по-разному относиться. Были встречи на самом высоком уровне. И он не тогда сказал, что это большое будет обременение для нас. На что он получил заверение, что 4 года с вас никто ничего не будет требовать, а позже мы вернемся к этому вопросу, и мы вам дадим определенные, как говорится, снисхождения, определенные льготы, определенные бонусы мы для вас сделаем, вплоть до списания этого кредита, В 2013 году, в августе месяце, была встреча президента России Путина с президентом Абхазии Анквабом вот на злосчастной этой даче Пицунда. На этой встрече имел честь присутствовать я тоже в составе абхазской делегации. Мы подняли этот вопрос, вернее, президент поднял вопрос о том, что приближается дата погашения кредита, и мы не в состоянии, нам нужно помочь. На что Владимир Владимирович сказал, значит, обратившись к составу своей делегации, о чем идет речь, напомните мне, тот ли кредит, когда мы брали кредит, межправительственное соглашение, тогда премьер-министром был Путин Владимир Владимирович. Да.
Тогда он сказал, они не могут, обращаясь к своим, значит, министрам, не могут, напишите, пожалуйста, обращение на мое имя, я дам соответствующее поручение, и вопрос мы будем решать. У меня дома есть даже черновик письма, которое мы написали на имя президента с просьбой о снятии, как говорится, с нас этого кредита. Но в 2014 году произошло то, что произошло. И вы все это знаете. И все эти вопросы канули в лету. Наступил 2015 год, и они предъявили, как говорится, иск нам по данному кредиту. Что произошло? Большие события. В мае 2014 года. Да. Поэтому у нас была уникальная возможность с этим кредитом выйти очень прилично, с учетом наших интересов. Причины, они известны. 14 год. И 2014 год, и до этого, что было, что в прессе, во всех наших выступлениях многих деятелей, это, значит, соглашение называлось аферой. Когда соглашение называется аферой, где участвуют два человека, значит, два афериста участвуют. И, конечно, для правительства России, извините меня, такой подход был категорически неприемлем, и нам открыто говорили, дорогие друзья, значит, или вы, значит, неправильно там проводите разъяснительную работу, или что-то происходит, почему наши намерения расцениваются ими таким образом. Но ничего против не имею. У меня есть данные железной дороги, сколько грузов перевезено, сколько пассажиропотоков, как говорится, перевезено, какие доходы железная дорога получила. Я хочу, как говорится, у экономистов, у здравомыслящих людей, а вы все здравомыслящие люди, я в этом абсолютно убежден, могли бы мы обойтись без этой железной дороги. Когда, извините, мы за это время перевезли на 1 миллион 188 тысяч тонн горюче-смазочных материалов по железной дороге. Вы помните, в 2021 году, значит, Северокавказская железная дорога испытала некоторые трудности, и у нас здесь на несколько дней дефицит бензина был. Вы можете себе представить, если бы не было у нас железной дороги? Мы перевезли 673 тысячи тонн строительных материалов. Мы перевезли 308 тысяч тонн пищевых продуктов. Мы перевезли 2 миллиона 956 тысяч тонн угля по железной дороге. Более того, нашей железной дорогой воспользовались за это время, уважаемые депутаты, 2 миллиона 895 пассажиропоток. 2 миллиона 895 тысяч человек. Вы понимаете, о чем речь идет? Представьте на одну секунду, на одну минуту, что нет железной дороги. И у нас нет свободных ресурсов 2 миллиарда, чтобы восстановить эту железную дорогу. Ее нет. Но у нас есть возможность потихоньку платить и растянуть этот долг. Они пошли на реструктуризацию этого долга. Поэтому я везде говорил и говорю, доходы железной дороги, доходы, прошу не путать с прибылями, за это время составило 863 миллиона от грузовых перевозок. Понимаете? И 370 миллионов от пассажирских перевозок. Это же не простые цифры. Это те цифры, которые вливаются в нашу экономику. Это та база, без которой никакая экономика не может. Следующий вопрос касался передачи в аренду санаториев МВО и ПВО. Беслан Кубрава прокомментировал ситуацию с этими объектами, арендная стоимость которых составляет 3 миллиона рублей. Кубрава пояснил, что они находятся в нерабочем состоянии, и для их запуска нужны капитальные вложения. Через 3 года размер аренды будет пересмотрен. Соглашение российской военной базы, перечень мест дислокации объединенной российской военной базы на территории Республики Абхазия. Соглашение российской военной базы ратифицировано законом Республики Абхазия от 28 декабря 2011 года. В соответствии со статьей 1, частью 1 статьи 28 закона Республики Абхазия о международных договорах Республики Абхазия, все изменения и дополнения в международные договора Республики Абхазия, ратифицированные Народным собранием парламента Республики Абхазия, должны проходить установленным
настоящим законом порядок ратификации международных договоров. Значит, в 2010 году господин Сердюков написал письмо, он был здесь, что они отказываются от этих двух санаторий. Ну, по старинке будем называть МВО, ПВО. Мы с этим, конечно, для нас было это невыгодно, но с этим пришлось нам смириться. Почему? Потому что не хотят они, значит, он издал приказ в Москве уже, копия приказа такой, закрыть финансирование, закрыть санатории, и вот такой приказ есть 2010 года. Они приехали, финчасть их со всеми рассчиталась, с теми работниками, и уехали. Ворота настежь вот так открытыми остались. Значит, тогда наши товарищи, которые там несли службу, обратились в правительство, что делать. Значит, Кабинет министров дал указание нашими силами взять под охрану, и мы взяли под охрану, и мы платили каждый месяц за охрану этого, по периметру этого санатория, обоих санаторий. Значит, позже господин Хаджимба сделал попытку реанимировать этот договор уже при министре Шойгу. Была соответствующая переписка, но была тоже делегация, тоже приехала, но это не увенчалось успехом. Не получилось. Это был 15-й год. Ну, Ирзымец это старо, Ялымцы. Мы также продолжали, значит, за охрану платить, но после 2014 года туда очень много наших граждан пришли и, значит, те или иные объекты заняли, потом оформлялись то на год, то на полгода. В общем, вот такая была очень неразборчивая ситуация. Вместе с тем эти обе санатории приходили в ветхое состояние, потому что не вкладывались достаточно, значит, финансовых ресурсов, а там, поверьте мне, нужны соответствующие ресурсы, и все пришло в упадок. Теперь дальше события стали развиваться так. Опять начались переговоры между Министерством обороны Абхазии и Министерством обороны Российской Федерации на предмет будущего этих санаторий. Есть последний протокол рабочей этой встречи. Мой заместитель тоже участвовал в рабочей группе со стороны абхазской стороны, где российская сторона действительно соглашается с тем, что она не может, не хочет. По каким причинам это мы не знаем. Единственная была просьба, там есть так называемый узел связи, сохранить за ними этот узел связи. По всем остальным позициям, значит, они соглашаются с тем, что санаторию они покинули в свое время. Это 20 лет, то есть 10 лет тому назад. После всего вот этого, когда появился инвестор, кстати говоря, гражданин Абхазии, когда появился инвестор соответствующий, который, значит, предложил нам определенные выгодные варианты на наш взгляд, значит, правительством было принято решение сдать в долгосрочную аренду. А аренду, обращаю ваше внимание. При этом мы неоднократно говорим о российской стороне, что, дорогие друзья, процедуру изъятия из договора, значит, о передаче этого объекта надо все-таки завершить и сделать. Российская сторона говорит, да, но нас хахармам зарабхович Министерство обороны, но это вопрос абсолютно не проблемный. Затем участники встречи перешли к вопросу госдачи Пицунда. Беслан Кубрава рассказал, что эта тема обсуждается с 2010 года. Депутат Дауд Хутаба поинтересовался, как и когда были определены в соглашении ошибочные координаты территории госдачи. По Пицунде то же самое. Вопрос обсуждался. Вопрос очень долгий, имеющий свою историю с 2010 года. Значит, этот вопрос, значит, также был вынесен на заседание, также изучался, встречи были и все такое. После того, как, значит, постановление было принято, мне было официально поручено подписать этот договор. Что я и сделал. Кабинета министров. Тогда конечно. У меня такой вопрос. А кто документ окончательный готовил вообще в том виде, в котором сейчас он... Это
Это что у нас, расследование, что ли? Я не понимаю. Что я не понял? Как? Один знает. Документ, всякий документ Кабмина готовится в установленном порядке в соответствии с регламентом Кабинета министров. Понимаете? По этому поводу у меня есть... Вы не работали, да, это ваш... В Кабмине мы не работаем, мы хотели бы понять, кто Регламент возьмите и там почитайте. Да. документ, кто вам предоставил. Регламент возьмите, читайте. Мы готовили техническую документацию. Вот мой заместитель, я. Мы готовим БТИ, отдел землеуправления и прочее техническое. Все, мы подготовили, отдали. Есть вопросы? Я, как глава комитета, являюсь Это не вопросом, к я нам. должен услышать на них ответы. Поэтому не перебивайте. Координаты не по адресу. Координаты, вот, ну, вы говорите. Я не Для знаю, начала откуда первый они вопрос. вылезли, На какой эти стадии координаты? вы подключились вообще к работе над данным соглашением? Ну, в смысле, как надо? Ну вот на какой стадии? Вам уже проект разработан? Мне вы прислали участвовали в разработке? разработанный проект на согласование и для, значит, отработки. Да, То проект. есть только на этой стадии уже разработанный проект. Вам он поступил от кого? То есть кто Кабмин. С Кабинета министров. Ну, вам известно, кто непосредственно участвовал в работе над этим Нет. проектом? Вам неизвестно. Хорошо, теперь... Я могу предположить, но Вы имеете в виду над предположение текстом соглашения Да. или над текст чем? соглашения, над текстом соглашения. На правовой отдел. ну, мы не знаем. Я задаю вопрос, я не Да. требую Нет, однозначного мы ответа. точно. Если у вас однозначного ответа нет, я даже как бы да. Не совсем Российская все это. сторона признает ошибки? Да. Так передали вы им новые координаты? Говорят мне, тогда можете подготовить свой вариант. Я говорю, я не могу свой вариант готовить, это не, но мы постараемся. Через наших других специалистов по управлению землепользования сделали другой вариант, значит, и отправили им. Они сказали, хорошо, мы это принимаем к сведению, при ратификации мы этот документ именно будет в основе лежать. Тот документ, который вы по новой представили. Вообще ко всем вопросам. Еще один вопрос. Есть какая-то информация у вас по поводу того, измененные вот эти уже координаты отправлены? У вас какая-то информация есть? Может, Ну, насколько я знаю, отправленные, да. Насколько я знаю. Но этим занимался комитет по землеустройству. Ну да, я просто как бы... Да, ну, насколько я знаю, да. О том, есть понимание или нет, вам неизвестно. Ну, у них понимание есть, что они внесут изменения, да. Там по этим координатам, извините меня, как мы наши расшифровали, наши, скажем, специалисты, или там в одном месте они вышли за рамки, так сказать, этого земельного участка, в другом месте они сами себя потеряли. Это такая ситуация сложилась. В третьем месте они вообще на дорогу, что они дорогу перережут. Эти границы, они неизменны никак. Они есть, они технически оснащенные, они неизменны никак. Понимаете? И мы по этим существующим ныне границам составили все эти, так сказать, план схемы и карта схемы и топосъемки. Понимаете? Специалисты делали. Другой вот вопрос, карта, которую ну, всем предъявляли. что? Самый главный вопрос межевания по факту, когда передаваться Конечно. Можно передается посмотреть. факт. Ради бога. Откуда эти координаты вылезли, я не знаю. Ислам Викторович, От вас, наверное, кто-то тут накладывал. Вот признали, все. Фейк какой-то. Вот наши координаты, я еще раз Миша, повторяю. Да. я не понял. У нас есть, По координатам, а что? которые смысловое наши- наполнение там интересно? слушай, наши ребята, что сняли, вот Зурика команда, вот они Видят здесь. меня и понятно, вопрос смысловой, но это другой Вы вопрос. какие? Можно карту посмотреть? Карту. Вот вашу карту, где вот неправильные координаты. Как на нее посмотреть? Я думаю, это можно. А есть вообще физически? Вот я показываю, которые есть, которые наши специалисты делали с координатами. То есть вы отрицаете, что неверные координаты? Я не знаем. могу отрицать, я не могу Но это согласиться, уже я не признано знаю. на высшем уровне. В завершении встречи парламентарии отметили, что поднятые вопросы будут обсуждаться депутатами и далее. Гугуца Вардани, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.